Ты полностью потерял страх. Из прошлой жизни у тебя осталось разве что ирония. Мастер-класс по режиссуре художественного и документального кино начался с обсуждения того, чем на самом деле занимается режиссер. Участники внимательно слушали и не стеснялись задавать вопросы. Все присутствующие узнали для себя много нового. Я задал вопрос, почему называется 9 секунд, почему фильм называется 9 секунд. Ответили то, что когда вот эта трагедия началась, у него за 9 секунд он предпринял решение и за 9 секунд смог предотвратить взрыв корабля, тем самым спас 340 человек вроде бы. Мастер-класс вел российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Штром. На его счету такие известные проекты, как «9 секунд», «Перевал Дятлова», «О чем молчала 35-я батарея». При этом сам Олег Никитич признается, что изначально вовсе не планировал становиться режиссером. В возрасте 17 лет, сразу после школы, не поступил в ВГИК, хотел очень быть оператором, постановщиком, снимать кино за камерой. Потому что до этого увлекался и фотографией, и съемкой, но не поступил. И так получилось, что вот сразу пошел работать в киностудию Горького, студию детских и юношеских фильмов. И с тех пор для меня это главные фильмы моей жизни. Это фильмы для детей и подростков. Сейчас Олег Штром снимает большие полнометражные фильмы, а когда-то начиналось все с малого. Вообще, мои самые первые работы – это был школьный фильм. Наверное, сейчас это каждому знакомо, потому что теперь у каждого ребенка есть телефон, и все снимают друг друга. В наше время это было очень сложно, потому что камера была дорогое удовольствие. Вот у меня оказалась в руках маленькая камера, которую снимал на маленькую узенькую пленочку 8 мм. Я снял первый школьный фильм и понял как раз, что я очень хочу снимать кино. На мастер-классе Олег Штром объяснил, что режиссура невозможна без понимания других видов искусства. Кино – это произведение искусства. В этом его главное отличие. А режиссер – это человек, который владеет многими искусствами. Нужно разбираться и в живописи, нужно разбираться, иначе как выстраивать композицию кадра, художественное решение? Никак. Также режиссер рассказал об этапах создания сценария, наглядно показал, как должна выглядеть визитка актера. Мир стал зомби, и мне надо было плакать. И я вот это вот вспомнила, что вот занятий не будет, и спокойно заплакала. Для многих участников мастер-класс стал возможностью впервые взглянуть в мир кино изнутри. Большинство пришли сюда не как будущие режиссеры, а просто из интереса. Я услышал, что есть такое мероприятие. Было интересно прийти посмотреть что да как, немножко углубиться в киноиндустрию, прочувствовать ее. Олег Штром также отметил, что режиссер обязательно должен обладать такими качествами, как терпение и стойкость. Потому что профессия режиссера – это профессия публичная, а люди разные, и кому-то нравится твое кино, кому-то не нравится. Сейчас, тем более, при таком пространстве интернета, каждый критик, каждый может высказывать все, что угодно. Поэтому особенно молодым людям, которые приходят в режиссуру, а я занимаюсь и педагогикой тоже в области кино, я всегда желаю одного. Ребят, вы обнажаетесь своей душой перед зрителем. У вас обязательно полетят и помидоры тоже, не только все будут улыбаться вокруг. Знайте, что вы сильные люди, вы выбрали этот путь, идите дальше. Саморазвивайтесь, будьте уверены в себе, ищите поддержку в близких и благодарите своих врагов, потому что они делают вас сильнее. Следующим планируется мастер-класс по актерскому мастерству. Одним из ведущих станет обладатель звания «Заслуженный артист Российской Федерации» Сергей Кошонин, который специально приехал в Ингушетию, чтобы поделиться секретами актерского мастерства. Я первый раз в вашем замечательном городе на ингушской земле, хотя бывал раньше и в Дагестане, и в Чечне, и в Осетии, а здесь первый раз. И, конечно, я потрясен людьми, я потрясен культурой, я потрясен традициями, кухней вашей и под большим впечатлением. Напомним, что кинофорум «Лента памяти» организован Ингушским республиканским отделением Союза кинематографистов при поддержке Союза кинематографистов России, Министерства культуры республики и Центра театр, кино и креативных индустрий. Мария Амбата, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.